Приветствую вас в студии на открытом воздухе в эфире Ice News, и я ее ведущая Сарглана Неустроева. Сегодня в эфире. Якутская скрипачка Айна Иванова стала участницей рекламного проекта Xbox. Спасшийся от незавидной участи гусь стал популярным тиктокером. Мастер спорта по лыжным гонкам из Ленска будет готовиться к участию в зимних Олимпийских играх. В республике завершен конкурс подготовки к безопасному пропуску паводковых вод. В этом году работы по зачернению и распиловке льда проведут в 8 районах республики. Также отмечается, что для зачернения льда и скорейшего оттаивания будет отсыпано более 400 гектаров ледяного покрова. Помимо этого, на порядке 40 километрах будет проводиться распиловка. На эти цели выделено из федерального бюджета более 26 миллионов рублей. По предварительным данным Гидрометеослужбы, вскрытие рек на территории республики произойдет близко к срокам многолетних данных. На сегодняшний день превышение толщины льда, а также запасов снега наблюдается в центральной части реки Лены, а также на реке Амге и в Колымской группе районов. Нашим филиалом Лены регион все конкурсные процедуры проведены, подрядчики определены, значит, работа уже начата. В Ленском и Люкминском уже фактически, значит, работа начата. В других улусах, значит, это Хангаласский, Намский, на территории города Якутска, Кобяйский. Уже, значит, предварительные работы начаты по трассировке трассы, проведения работ данных. Значит, Среднеколымский, Верхнеколымский немножко пока рано. Значит, подготовительные работы ведутся. В сети стало вирусным видео, снято в минувшую субботу, на котором группа исландцев играет в волейбол на фоне извергающегося вулкана Фаградальсфьяль, который считался спящим на протяжении 6000 лет. По утверждению метеорологов, вулкан не опасен для ближайших населенных пунктов. И все же мячик точно не удастся спасти, попади он в его жерло. А тем временем местные водители все же с опаской относятся к даже незначительным знакам судьбы. Так, водители грузовика сняли на видео летящего рядом с ними ворона. По их мнению, это стало ничем иным, как настоящим знаком, и птица таким образом предостерегла их от опасности. Однако в комментариях эту версию быстро отсеяли, предположив, что тот простой дорожный попрошайка. Вот уж кому точно нужно быть предельно осторожным, так это водителям на трассе Колыма. Там очевидцы запечатлели на камеру по-настоящему страшные кадры. Грузовик, дрифтуя на обледенелой дороге, сделал оборот в 360 градусов. Очень напоминает кадры из всеми известного пункта назначения. Жаль, что это якутские реалии. Будьте осторожны на дорогах и берегите себя. Скрипачка из Якутии Айна Иванова стала официальной моделью рекламы Xbox. Так, для участия в проекте ее позвал фотограф Билли Дин. Реклама проходила через его Instagram, но еще не опубликована на самом сайте компании Xbox. В настоящее время Айна проживает в Нью-Йорке и признается, что очень скучает по Якутии. Но сейчас девушка успешно осваивает моделинг в Штатах и продолжает идти навстречу своим целям. Попала на фотосессию для Xbox совершенно случайно. Меня пригласил фотограф из Нью-Йорка, Билли Дин. Вот. Сама реклама проходила через его Instagram. То есть фотографии еще не опубликованы на веб-сайте компании. Вот. Мне очень понравился этот опыт. Фотосессия проходила в центре Манхэттена, на 5-й авеню. Я сама новенькая в этой сфере, так что была очень рада побывать в таком направлении. Он вам не обед. Выигранный на Масленице гусь собирает сотни просмотров в ТикТок. Его новоиспеченный хозяин Михаил Косарыгин спас гуся во время народных гуляний, и теперь птица стала настоящим любимчиком семьи мужчины. Подробности далее. Если бы Михаил Косарыгин не забрался на масленичный столб, судьба его нового питомца могла бы сложиться иначе. По его словам, другие победители могли бы зажарить пернатого. Наверху висело 8 бутылок под номерками и внизу 8 призов.
один из которых главный, получается, само... Это было сильно. И после чего я кричу, что я первый, я занимал очередь, залезаю на этот столб, хватаю номерок, и все кричат, что да, правильно, верно, ты вытащил, но верный, 8 номер, а под ним был гусь. Я спускаюсь, радуюсь и смотрю, что все уже, типа, мужики грустные стоят, все, шашлыка вечером не будет. Гуся Михаил сразу отвез своей тете Евгении. Питомца назвали Блинчиком. Теперь птица живет в квартире в подмосковном Долгопрудном и собирает сотни просмотров в ТикТок. Вот, и вот я приезжаю к тетям, говорю, вот она радостная, все, уже наполнила ему ванну. Мы его накормили, напоили и купаться положили. Он сразу запрыгнул. Мы первым делом, что мы сделали, начали снимать, потому что он слишком забавно начал купаться. Я вообще не предвещал ничего такого сверхъестественного, как бы, ну, гусь дома, там ванна, хотя, думаю, в принципе, прикольная идея. Выложил в интернет, и вот за 2 дня началось всякие репосты, раз 350 тысяч набрало в ТикТоке. В планах у Косорыгина сделать пернатому шлейку для прогулок по городу и найти специальные памперсы, чтобы не приходилось постоянно убирать за птицей. Блинчик, по словам Косорыгина, уже адаптировался к жизни в квартире, и дома к нему привыкли. А ближе к лету гуся могут перевести на дачу и обустроить для него специальный загон. Тут его, конечно, никто не будет, там с яблоками пихать тоже, нет, не будем, собираемся. Ну, жалко уже, на самом деле, он уже адаптировался, привык. Тут 2 кошки, получается, в квартире еще. Они так поначалу в шоке были, кто такой, они никогда гуся не видели. Я думал, у одной там вообще глаза вылезут, а так на него, что ты такое. И гусь спокойно такой смотрит, типа, что вам надо, и пошел. В Якутске стартовал ежегодный чемпионат республики по хоккею. Участие в соревнованиях примут 8 команд из разных районов республики. Это Нерюнгринский, Мирный, Ленский, Алданский, Намский, Усть-Алданский, Мегино-Кангаласский и Кангаласский районы. Сегодня прошла игра между командами из Мирного и Намского Улуса. Так, по словам тренера последней команды, в этом году на корте столкнутся хоккеисты из разных лиг. Поэтому силы команд неравномерны. Однако сезон обещает быть насыщенным. Сам чемпионат завершится 4 апреля, а прямую трансляцию решающих матчей смотрите в эти выходные на телеканалах «Якутия-24» и «Мамонт». Полуфинальные игры пройдут в субботу в 14:30 и 19:30. Мастер спорта по лыжным гонкам Александр Клугин из Ленска будет готовиться к 24-м зимним Олимпийским играм, которые пройдут в Пекине в 2022 году. По словам спортсмена, пока его не включили в сборную России, однако подготовка с чемпионами станет лучшим подспорьем для Александра. Также Клугин уточнил, что ранее уже состоял в юниорской команде, так что якутянин знаком с остальными спортсменами и знает механизм работы изнутри. Тренироваться мы будем. Сейчас поедем еще на спартакиаду спартакиаду Якутии, Валдан. С 7 по 11 апреля она будет проходить. Марафон 18 апреля тоже в Валдане. И потом у нас будет 3 недели каникул, отдыха, вообще от спорта. И вот потом 15 мая планируется сбор в Белокурихе. Уже вот с группой Олега Арестовича Перевозчикова и Акимова Данила Борисовича, куда я поеду. И вот там уже какие сборы будут, я пока сам не знаю. «Северный ветер над городом». Исполнитель Элван порадовал своих якутских подписчиков и не только импровизированным клипом на композицию «Северный ветер». Ситуация: Якутск. Едем в машине. Стас, смотри, какое поле. Стас, зная, что последует дальше. Лева, ты в кроссовках. Я ничего не знаю, заряжай камеру. Подписал свой пост музыкант. Северный ветер над городом. Эти люди застыли от холода. Но я
нашел тебя, мое золото. Но мы танцуем, нам не холодно. Кстати, о ветре над городом. Сегодня в Якутске преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 2,7 метров в секунду. Температура 0 плюс 2 градусов. 1 апреля обещают небольшой снег. Ветер юго-западный 2,7 метров в секунду. Температура днем не опустится ниже нуля. Плюс 1, плюс 3 градусов. На территории республики также прогнозируют кратковременные осадки. Ветер умеренный. Температура на ближайшие сутки на западе составит минус 5, минус 10 градусов. На севере минус 18, минус 23. Это были все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь. До встречи.